Я Геев Александр, инвалид второй группы, с детства, сирота, детдомовский. Когда меня избивали в Сыктывкаре на рабочем месте 30 апреля 2019 года, полицейские и скорой помощи сломали 5 ребер, шейный отдел позвонка и мочевой пузырь. И потом меня избивали на плитке прямо на полу. Потом меня посадили в скорую помощь, избитого и в крови, и отвезли в психиатрическую больницу. Когда меня привезли в больницу психиатрическую, приемный покой, меня принимала Игнатова Оксана Алексеевна, заведующая 9 отделение. Я ей говорил, что у меня все болит, меня избили, полицейские, скорая помощь. Она мне сказала, что я ничем не докажу при всех, что у меня заболевание. Потом меня подняли в 9 отделение и сделали мне укол, и я уснул. И больше не просыпался. Я проснулся только в другой больнице. 13 мая мне сделали операцию на мочевой пузырь, поставили трубку. И 14 мая ко мне пришли журналисты про город и «Комсомольская правда». Потом меня снова увезли в психиатрическую больницу, и Игнатова, заведующая, сказала, что меня не выпишет, пока у меня не пройдут побои и вот эти все травмы. 14 июня меня выписывают с больницы. Потом я приезжаю домой. Следственный комитет Бирюков ВВ ко мне приходит лично домой. Я пришел с адвокатом и берет объяснительную с меня. Я ему дал объяснительную, что меня избили, и уходит. И все. Потом, значит, получается так, что я пошел в поликлинику 14-го и просил, чтобы мне сделали МРТ или снимки шейного отдела позвонка, потому что у меня сильные головные боли были. Меня записала поликлиника только на 24 июня. И мне сделали снимки, оказывается, у меня перелом шейного отдела позвонка. Потом я просил, чтобы мне сделали МРТ. Мне отказала поликлиника. Я сделал за свой счет МРТ, и у меня показала МРТ, что у меня перелом шейного отдела позвонка и отек костного мозга. Есть описание МРТ. Потом я сообщил адвокату, что у меня снимки есть, что у меня перелом шейного отдела позвонка. Я потом пошел следователю Бирюкову Следственного комитета, отдал ему все снимки, МРТ и это все. Я сказал следователю, когда вы отдадите на экспертизу, надо делать точную ставку. Он мне сказал, что никакой точной ставки не будет, что отказано возбуждение уголовного дела в отношении работника полиции и скорой помощи. Вот. Экспертиза была назначена на 1 августа по 30 сентября, а вынесено постановление было уже 18 июня и 15 июля. Как это может быть, что экспертизу потом подделали, постановление подделано все полностью? Я потом узнаю. Иду в Следственный комитет Бирюкова, он сказал, что на экспертизу отдали. Я иду обратно в Следственный комитет и хотел узнать, пришла экспертиза или нет. Они сказали, что экспертиза пришла, но мы отправили в федеральный суд судье Поповой. Попова незаконно запросила судебную экспертизу и дело. Вот. Кто меня избил? Я написал заявление, чтобы ознакомиться с судебной экспертизой, с адвокатом. Я ознакомился с судебной экспертизой, с адвокатом, и там оказалось, что и судебная экспертиза полностью подделана. А Бирюков Следственного комитета подделал уже постановление, заранее подделал постановление об отказе возбуждения уголовного дела, что типа я ничем не докажу. Я прихожу к нему обратно, Бирюкову, 18 октября, и говорю, как это взяли, подделали постановление возбуждения уголовного дела. И Бирюков мне сам говорит лично, что я сам это все сломал себе сам. Вы понимаете, что я сломал себе сам? Ребра, шейный отдел позвонка и мочевой пузырь лопнул. Так в наглую врет этот Бирюков. Я думаю, что прокуратура, Следственный комитет, министр здравоохранения Березин,
глава республики Коми, все они замешаны в этом деле. Что они думают, что я, если инвалид второй группы с детства, что никто мне ничем не поможет. Я прошу всех органы власти Российской Федерации, Москву, телевидение, журналистов помочь мне, пожалуйста, разобраться в этом деле, потому что в Сыктывкаре беспредел. Это уже не первый случай. Избивают инвалидов и покрывают работника полиции и скорой помощи. И в наглую еще Березин врет мне, что я сам все сломал, у меня даже письма есть, все сломал. Прошу всех СМИ, федеральные СМИ, помочь мне, пожалуйста, пока не поздно. Еще хочу сообщить, что журналисты наши местные Сыктывкара боятся уже писать. И боятся даже адвокаты с этим делом связываться, потому что боятся потерять работу. Пожалуйста, помогите мне, пока не поздно. Потому что я буду дальше писать на все каналы. Я не остановлюсь, пока это дело не доведу сам. Как я мог сломать себе ребра, шейный отдел позвонка, и мочевой пузырь лопнул от удара? Вы понимаете, что у меня гной шел уже. Мне выкачивали в больнице уже гной с мочой, как тектором. Вы понимаете, что это беспредел идет? Прошу, обращаюсь к Владимиру Путину, президенту, взять на свой контроль и Следственного комитета, Бастрыкину, Следственного комитета и министру здравоохранения Скворцовой помочь мне разобраться в этом деле. Спасибо большое. Это еще не все. Будет дальше продолжение. Большое спасибо. Прошу всех помочь, пожалуйста, мне разобраться в этом деле, потому что эта ситуация уже не первая. Как сотрудники полиции и скорой помощи избивают инвалидов, пенсионеров и скрывают это состава преступления. Прошу помочь. Спасибо большое. До свидания.